Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Счастливые моменты вашего ближайшего будущего. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте на свое ближайшее будущее. Срок вы можете выбрать для себя самостоятельно. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну смотрите, какая прекрасная птичка летит в вашу жизнь. Птичка — это сообщение, это информация, это письмо, да, у кого-то письмо отыграется, письмо от любимого, либо какое-то официальное письмо. Вы будете получать это письмо, да, сообщение, эту информацию, будете улыбаться. Смотрите, как вы высоко-высоко в ручках подняли эту птичку. Вы на эту птичку радуетесь, да, вы ее поднимаете вверх и улыбаетесь, и говорите, как хорошо, как приятно, как прекрасно. Прям на душе у вас тепло, светло, и вы чувствуете себя действительно счастливой. В этот момент вы будете чувствовать себя счастливой. Кстати, за этой птичкой, смотрите, еще поменьше птичка прилетит. Это тоже счастье, но чуть поменьше. То есть сразу два счастливых сообщения, два счастливых письма. А знаете, у кого-то отыграется, что одно письмо, например, официальное, а второе любовное. Да? Так тоже бывает. Но хорошие сообщения, письма, весточки, да, звоночки, кстати, у кого-то могут быть. Просто прекрасно. Следующий момент. Мужчина с машиной. На машине, с машиной. Может быть, это и ваш мужчина, может быть, какой-то знакомый, либо новый знакомый мужчина. Автомобиль большой. Вот мне идет большой. Это что-то в виде, я не знаю, может быть, микроавтобуса, может быть, это даже какой-то грузовичок, да, может быть, и фура. Да? Мужчина, который вам, ну вот с этой машиной, да, он что-то вам привозит, передает, отдает, какую-то, может, услугу вам оказывает. Очень хороший человек, порядочный, добрый. И, знаете, он будет делать как-то намного больше, чем вы, например, договорились. Либо намного больше, чем, ну, например, это нужно. Вот какую-то помощь оказывать, либо какое-то содействие. Очень хороший человек. Он вам кого-то напомнит из ваших, например, родственников. Там папу, дядю, дедушку, возможно. Да? Вот прям приятно будет и общаться с этим человеком, и сотрудничать, если это какие-то, может быть, деловые связи. Прям удивит, да, что вы такие хорошие люди, и еще удивит, что похож на вашего, например, родственника. Так, еще счастливый момент. Счастливый момент связан с каким-то вашим близким родственником, либо подругой, другом. Вот будете радоваться за кого-то, не за себя, а за кого-то. Какие-то хорошие события произойдут в жизни другого человека. Человек, конечно же, поделится с вами, да, и вы вместе будете прям радоваться, отмечать, там, будете улыбаться за этого человека, да, вот вам будет приятно. Так, ну, здесь, скорее всего, как пара у меня выходит. Пара, причем вот идет такое ощущение, что вы очень много сил и энергии вкладывали в эти отношения. А вот человек всегда вот как-то отворачивался, видите, ну стоит, да, спиной, попой к вам. Вот вы все время руки к этому человеку тянули, а человек, вот знаете, то ли не замечал, то ли игнорил, то ли такой выпендрежник человек. Типа, бегайте за мной, уговаривайте меня. Вот как-то вел себя некрасиво, вот нехорошо вел. Вижу, что вы, скорее всего, уже подустали от этого человека, либо от такого поведения человека. Руки-то ваши немножко так опускаются, да. И знаете, человек не на шутку испугается того, что вы отворачиваетесь, что вы разворачиваетесь совершенно в другую сторону.
Человек поймет, что перегнул палку. Человек поймет, что теряю, да, теряю, контакт теряю, связь теряю. Смотрите, здесь человек прям у нас с ключом, причем таким огромным. Человек будет не только к вам поворачиваться, но и как-то активно работать над тем, чтобы вы не опустили свои руки, и над тем, чтобы вы окончательно не отвернулись от него. Очень похоже на семейную пару, где женщина там, тащила все на себе, и мужа своего тащила на себе, а он там чем-то своим занимался, да, не совсем понятным. Женщина говорит: у тебя толку с тебя не будет. Только начинает собой заниматься, и тут мужчина в припрыжку бежит, говорит: милая, родная, только не уходи, только не бросай меня. Смотри, я могу быть хорошим, я могу там и зарабатывать, и помогать, и комплименты делать, и по дому помогать. Просто не мужчина, а умничка. Опять же, у кого-то были долгоиграющие отношения, когда вроде как вы вместе, но ни туда и ни сюда, да, отношения не развиваются. Женщина тащила эти отношения на себе, думает: да тебя, да, толку с тебя не будет. А мужчина, испугавшись, да, начинает предлагать, ключ, опять же, это могут быть и уже брачные отношения, да, по крайней мере, там, вместе проживать, съехаться, либо думать над тем, где вы будете жить там после свадьбы, да. То есть мужчина войдет в стадию активности, потому что испугается, что вас теряет. И вы меняетесь местами. Причем мужчина, прям очень активный будет. Да? Это уже он вас будет уговаривать, и он уже будет тащить на себе ваши взаимоотношения. Вести, тащить и развивать. Так, еще какая-то зависшая ситуация. То есть вы как будто бы вас за руку повесили. То есть одна рука у вас свободна, но вы ею как-то не очень справляетесь, а вторая рука у вас, видите, как завязана была, привязана к чему-то, вы висели на одной руке. Как не было возможности для маневра, либо действительно, когда одной рукой вы не могли с чем-то разобраться, что-то сделать. Вас отпустят, да, вот эту веревку с вас снимут. Появится поле возможностей, и если вы до сих пор к этому не потеряли интерес, к этой ситуации, либо к этому делу, то, как говорится, вперед из песней. Во-первых, все будет получаться максимально быстро, максимально ярко. И знаете, каждый результат, который вы будете достигать на пути к желаемому, он будет все ярче и ярче становиться. Да? То есть начнете вы с каких-то минимальных результатов и добьетесь просто вау-эффекта. Так идет. То есть та пута, которая вам мешала, да, за что вы были там завязаны, привязаны, опять же, одной рукой не могли действовать, да, идет освобождение. Освобождение. Понятно, что двумя руками вы все гораздо быстрее сделаете. Прорыв, прогресс и развитие в какой-то ситуации. Ситуация, которая, кстати, очень долго тянулась и вас не на шутку беспокоила. Либо казалась уже для вас патовой, да, что ничего не будет, я ничего не могу поделать, я ничего не могу добиться, я не могу, да, перепрыгнуть этот барьер, да, взять эту высоту. А видите, ручку вам освободят, появятся возможности, вы же пойдете, вас же не остановить. Если есть желание, вас не остановить. Вы такой человек пробивной на самом деле. По крайней мере, если вы загораетесь, если у вас прям и получаться начинает, все будет замечательно. Так, кто-то к вам на поклон придет. Какой-то очень, скорее всего, надменный, эгоцентричный человек придет к вам на поклон. Возможно, этот человек доставил вам много неприятностей. Возможно, из-за этого человека вы, как говорится, натерпелся, если мужчина меня смотрит. И этот человек, да, который там возомнил себя чуть ли не центром вселенной, придет к вам на поклон. Вы очень удивитесь. Очень. Для вас, вам сложно будет поверить, что вот такая ситуация произошла. А человек не только будет кланяться перед вами, там, шаркать ножкой, но еще и умолять вас в чем-то помочь. Либо какую-то, может быть, услугу сделать, оказать. Момент
Счастье заключается в том, что вы теперь как главнее стали, важнее стали, либо человек наконец-таки признал, какой вы важный, умный и более развитый человек. И вот вы чувствуете себя прям на высоте. Ну, как такой горделивый персонаж кланяется. Но надо же, еще свидетели ведь будут, да? Это ж не то, что вы там тет-а-тет общаетесь. Свидетели будут. Угу. Вас тут даже поздравлять кто-то будет. Скажет, ох, обломала крылья летуну. Тут, смотрите, и справедливость будет восстановлена. Ну, конечно, законный порядок вещей будет соблюден полностью, целиком и полностью. Так, а еще переживания за ребенка. Переживания, опять же, ребенок может быть подросток, маленький, взрослый ребенок может быть. Вы очень опекались ребенком, очень сильно переживали, что ребенок, ну вот, не слушается, не слышит. Знаете, как назло что-то возможно делать. Ну, по крайней мере, вам так казалось в свое время. Счастье будет от того, что ребенок начнет повторять то, что вы долгими, там, не знаю, месяцами, годами пытались в него вложить. И, конечно же, это будут моменты счастья, когда ребенок будет поступать ровно так, как вы, например, советовали, говорили, либо говорить даже вашими словами. И вы поймете, что все-таки слышал, все-таки не напрасны были ваши старания, да, и прям и гордость, и счастье, и вот взаимная любовь у вас с вашим ребенком идет. Так, у кого-то, кстати, встреча идет с ребенком. Может быть, вы как-то раздельно живете. Может быть, вы работаете, живете, допустим, опять же, каникулы, да, возможно, на каникулы ваш ребенок уехал к бабушке, дедушке, вы соскучились. Ребенок очень соскучился. Идет очень приятная встреча, опять же, да, вы прям друг другу в объятия кидаетесь. Если, например, раньше там ссорились, как-то друг друга не понимали, а тут друг по другу очень соскучились, друг другу прям в объятия кидаетесь. Момент счастья на двоих идет. Так, идем дальше. Здесь какой-то резкий ваш поворот, разворот. Вообще кажется, что это риск какой-то, да? Берете риск в своей жизни. Как-то удачно вы что-то придумаете и поступите так, как никогда не поступали. Либо поступите так, как никто никогда не поступал. Вот это чисто ваш путь и ваша возможность. Счастье, счастливый момент будет заключаться в том, что у других не получалось, вот когда другие там пытались, рисковали, либо что-то делали, а у вас получится. Именно у вас получится. А вы как почувствуете, что вот оно мое время. Вот мне нужно поступить именно так. Причем, знаете, как я вижу? Скорее всего, вы по жизни человек очень осторожный, аккуратный и рискуете только в крайних случаях, когда уж там никаких вариантов нет, либо наоборот, когда риск максимально, не знаю, застрахованный. То есть вы себя еще чем-то там подстраховали, думаете, в принципе, если не получится, да, у меня есть еще там запасные варианты, входы-выходы. Но, мои хорошие, в этот раз у вас все будет по-другому. Вы прям, знаете, за несколько дней это будете ощущать. Ощущение новизны, ощущение вот желания действовать. Какие-то мысли необычные будут родиться в вашей голове. Какие-то интересы необычные у вас начнут появляться. И вы не только на удивление всем, кто вас окружает, но прежде всего самой себе, либо самому себе, вы так рискнете, как никогда в жизни не рисковали. И риск этот полностью себя оправдает. Я не могу, к сожалению, сказать, чем это связано, но прям совсем не показали. Но показали, что это, во-первых, будет, а во-вторых, в вашем случае риск — это дело правое. То есть вас и отговорить-то никто не сможет. Понимаете, вы вот просто куда глаза, да, туда иду. И не пожалеете абсолютно. Знаете, как накопился у вас запас форы перед кем-то, либо перед чем-то. Вот еще раз говорю, у других у вас получится. И вы четко будете понимать, что вы делаете.
Либо у вас такая прям навязчивая мысль, вот я должна поступить именно так, и вы так поступите, и не пожалеете. Прям, знаете, как туда, к звездам, прорыв, звездный прорыв, так можно сказать. Ну, прекрасно, прекрасно, и дай Бог, да поскорее, да поудачнее, да, чтобы прям все и сразу, да, у вас получилось. Так, еще здесь у меня женщина преображается. Преображается. Причем, знаете, мне вот почему-то идет, что это именно внешнее преображение. Удачная стрижка, прекрасно подобранный цвет волос. У кого-то отыграется минус несколько килограммов. Это прям видно будет, да? Видно. Вы прям собой любоваться будете. Знаете, одно дело, когда вами кто-то любуется, комплименты делает, а вы себя в зеркало наблюдаете и думаете, ерунда, да, типа лукавят. А тут вы прям сама себя рассматриваете и понимаете, что хороша, я хороша. А у кого-то отыграется, что вы вот впервые, возможно, за долгие месяцы либо годы будете счастливы наблюдать свое отражение в зеркале. Понимаете, вот прям как я поменялась, да, как я изменилась, какую там колоссальную работу провела и какой вот поразительный эффект. Вот прям вы сами это видите и себя хвалите, кстати. Так, еще какое-то необычное предложение связано с работой, заработком. Предложение придет от какой-то женщины, либо с подачи этой женщины. Но фишка в том, что вы этим никогда не занимались, либо вы никогда этого не пробовали. Знаете, как уговорят, да, больше похоже, что вас кто-то уговорит этим заниматься. Но опять же, либо женщина, либо с подачи этой женщины. И вы знаете, у вас прям с первого раза все получится, либо начнет получаться. И те, кто вас там, например, уговаривал, либо звал, они тоже очень так прям удивятся. Конечно же, вам об этом скажут. И будут вас, конечно, тут уже и расхваливать, и нахваливать, и даже о вас говорить другим людям. Так, и еще момент. Момент какой-то очень удачной, легкой дороги. Опять же, у кого-то это дальняя дорога, у кого-то это дорога на какие-то ближние расстояния. У вас в голове много-много всяких задач и проблем. Либо вы вот так себе прогнозируете, что «О, это будет сложно, это будет долго», там и мытарства всякие, и там, не знаю, нужно ходить, просить, там отказы, ну, себе там напрограммировали, надумали кучу проблем. И вот вы, предвкушая всякие там мытарства, неприятности, отправляетесь в путь. А вот путь, он у вас в руках, понимаете? То есть он будет настолько быстрым, легким, результативным, что вы даже не сразу в это поверите. Вы все время будете так оглядываться по сторонам и ждать подвоха. То есть вы будете сами себе говорить, ну как же так, да? Ну как же так? Должно же быть здесь проблема, тут проблема, там запятая, тут там перекос. А где это все? А почему мне так легко? А почему мне прям так все складно получается? А знаете, тут за вас духи вашего рода либо попросили, либо помолились. Прям, смотрите, широкая, чистая дорога, и она у вас в руках. Прям судьба, да. Вы просили для вас духи рода, ангелы-хранители, чтобы вы прям так налегке, 100% результатом, да, отправились в путь и также успешно, удачно, например, вернулись. Что туда, что обратно, дорога у вас в руках. Легкая, открытая, без осложнений, без каких-то мытарств. Все быстро. Быстро, легко и просто. Еще и результат с собой привезете. Так, и, пожалуй, самый яркий момент – это желанная встреча. В вашей голове есть образ человека, с кем бы вы хотели встретиться, кого бы вы хотели увидеть.
И вам эта встреча будет дана свыше. Даже если ну вот сейчас между вами такие обстоятельства, что встреча невозможна, может быть, вас разделяют, я не знаю, там тысячи километров, десятки тысяч километров, встреча ваша состоится. У одних это будет личная встреча, да, вот прям судьба столкнет, ведет, и вот вам счастье. А у других, например, встреча на просторах интернета, да, через интернет, там, видеозвонок, например, да, ну вот идет. Вот тот, кто у вас в голове и в сердце, тот, кого вы больше всего хотите увидеть, встретить, поговорить, встреча ваша состоится в тот срок, который вы загадали. Причем где-то вот в середине этого срока, да, вот начинайте со середины срока отсчитывать просто, я не знаю, часы, и встреча эта состоится. Такой как подарок небес идет. Опять же, у кого-то это встреча любовного характера, да, а у кого-то это дружба, родственные связи. Но вы об этом человеке часто думаете, вспоминаете и очень хотите этой встречи. И встреча это 100% состоится. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.